Росприроднадзор Коми проводит проверку по факту загрязнения воды в реке Вычегда в районе села Зеленец. Непонятную субстанцию с резким запахом несколько дней назад обнаружил житель Зеленца. Информация не просто подтвердилась, как выяснилось, желтое вещество обнаружено и в реке в районе Эжвы. На место с межведомственной комиссией выехала Ольга Коняева. Суть такой прогулки в районе промзоны Эжвы – маршрутное обследование территории, дабы выяснить источник загрязнения реки Вычегды. Визуально берег чистый только до определенной точки. Эти фонтаны не стоки очистных сооружений. Здесь сливаются промышленные воды теплоэлектростанции одного из предприятий города. По большому счету, это та же речная вода, но уже использованная для охлаждения турбин и парогенераторов. Изначально загрязнение обнаружили ниже по течению в Зеленце, но и здесь. Субстанция локальна и на берегу, и в воде. Но все выводы сделают сотрудники Росприроднадзора после анализа взятых проб воды, самой субстанции и исследования береговой линии. Непонятная желтая субстанция не только в воде, но и обильно на берегу. И это явно не лечебные грязи. Пробы воды и инородного вещества сотрудники Центральной аналитической лаборатории взяли в разных местах, в том числе и на правом берегу, и в Зеленце. Исследования будут проведены по разным показателям. Нефтепродукты, потом поверхностно-активные вещества, допустим, общий состав – это минерализация, общее содержание углерода и так далее по списку. Непосредственно вот сам вот этот образец мутного вот этого субстрата, как его анализировать, это должны уже потом решать эксперты. Несколько дней назад такую же желто-зеленую клейкую жижу обнаружил в водах Вычегды житель Зеленца. Находка сельчанина и стала поводом для проверки. Подключились уже разные структуры – Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД, Минприроды и ученые. Сейчас ведется административное расследование, по результатам которого будут вынесены соответствующие штрафные санкции, ну и будет рассчитан соответствующий ущерб водному объекту, в том числе исходя из того, какое это вещество. Оценить масштаб ущерба специалисты смогут только после комплексного мониторинга. Но первые выводы уже будут через несколько дней, когда появятся результаты исследований специализированной лаборатории. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган.